Никаких преследований за отказ от вакцинации в России вводить не будут, подчеркнул Владимир Путин на большой пресс-конференции. Но о пользе прививок все же нужно говорить и разъяснять каждому, кто пока не осознал, что только так страна может добиться коллективного иммунитета. Пока вакцинировано только 59,4% от необходимого количества взрослого населения. Этого мало, необходимо привить еще как минимум 20%. Сейчас же у нас везде ковиды были, это и не первый год уже. Мы еще все головы этими забиты у нас, и в том числе и у Путина. Он очень хорошо сказал, что вакцинироваться. Вы же сами понимаете, в этой жизни сколько у нас против вакцины. Очень много народу, особенно в соцсетях выступают. Он очень хорошо высказался насчет того, что у нас вакцинироваться не заставляют, а работаем методом убеждения. Это он молодец сказал. Людей надо убеждать. И на местах муниципалитеты власти тоже должны этим заниматься и работать над этим. От ковида к не менее насущной проблеме переселению из ветхого и аварийного жилья. Вопрос на эту тему задала наша землячка, журналист газеты «Панорама столицы» и руководитель Центра ЖКХ «Контроль» Дарья Шучалина. По словам главы государства, людей надо вытаскивать из трущоб. По действующей программе расселено уже 4 миллиона квадратных метров. В новые дома переехали 245 тысяч граждан. Программа перевыполнена на 34% и будет обязательно продолжена. Дома, которые новые, были признаны аварийными, и жители за них платят ипотеку, это ситуация такая, что мы давно говорили о некачественной постройке этих домов, да, но слишком поздно они были признаны аварийными. Людям платить все равно придется ипотеку, потому что если эти дома будут расселять, они получат ту же квадратуру, все то же, и ипотека у них будет уменьшаться. Вот. Другого выхода все равно нет. Закон есть закон, да? Все. Потому что, когда они покупали квартиру, дом не был признан аварийным. На пресс-конференции Владимир Путин отметил, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на работу в сельской местности. Развитие села – важный вектор формирования государственной политики. Село на протяжении последних лет демонстрирует хорошие показатели. Его производство обеспечивает страну набором базовых продуктов питания. Для поддержки сельских территорий в России строят новые школы, ФАПы, дома культуры, проводят высокоскоростной интернет. Естественно, сегодня необходимо тоже большой упор сделать на развитие сельского хозяйства, на развитие деревень, потому что ведь все-таки молодежь и люди, они хотят жить у нас на севере, они не хотят отсюда уезжать. Но надо, чтобы, им, конечно же, создавать условия, чтобы они жили достойно зарабатывали, но без государственной поддержки абсолютно это невозможно. В Коми возрождение села не видят без развития внутреннего производства. Потому республика намерена начать выдачу беспроцентных кредитов на строительство предприятий, выпускающих продукцию для жителей села.